Накануне в соцсетях распространилась информация о том, что Гумистинский мост находится в аварийном состоянии. Выложено было вот это фото. Однако, как отметил начальник управления капитального строительства Тимур Агарба, подобная картина не менялась здесь почти 30 лет. На фотографии изображена опалубка, которая была смонтирована в 1994 году, чтобы залить монолитный пролет со стороны Эшеры. И со стороны Сухумы, со стороны Эшеры мост был взорван. Во время войны движение осуществлялось там по временной схеме какой-то, и в 1994 году пролеты были залиты. То есть эта опалубка с 1994 года, ее никто не снимал. Сейчас, так как проектируется новый мост, была расчищена территория с двух сторон, этот пролет оголился, и эта картина уже снизу наглядно просматривается. Проект Гумистинского моста был создан в 1929 году. Строительство началось в 1932. Активное строительство прекратилось в годы Великой Отечественной войны, а уже в 1947 году работы продолжились. Использовался труд немецких военнопленных. В годы Грузино-Абхазской войны мост являлся разделительным рубежом по Гумистинскому фронту. Здесь надо отметить, что еще в 1982 году мост был признан аварийным. Об этом говорят специалисты, работавшие в отряде «Мостострой» еще в советское время. Однако документально это нигде не подтверждено. Об аварийности моста я сегодня общался с специалистами, которые работали в отряде «Мостострой» еще в советское время и после войны этот отряд возглавляли. Они говорят, что еще в 1982 году мост был признан аварийным. Документально у нас ничего не сохранилось, но исхожу из того, что они сказали. На следующей неделе в Абхазию приедут специалисты со спецоборудованием, чтобы проверить мост на его безопасность. Сейчас мы попросили ту же проектную организацию «Петра Моделинг проект» на новой неделе приехать сюда с оборудованием новым, там лазерный дрон, и обследовать существующий мост для того, чтобы они хоть какие-то рекомендации дали. Возможно, будет там светофор стоять, реверсивное движение или грузовым автомобилем одновременно на мосты заезжать нельзя. Будет какое-то предписание, уже на новой неделе они приедут, я думаю, в течение недели отработают материал, и что-то у нас уже будет какая-то картина ясна. Будем давать предписание ГАИ или Абхазавтодору для того, чтобы или светофоры поставили, или какие-то там информационные знаки. И сегодня мост является стратегически важным объектом. Необходимость строительства нового моста возникла уже давно. Существующая сейчас конструкция сильно устарела и может быть опасна. В 2016 году в инвестпрограмму были заложены средства на проектирование нового Гумистинского моста. По по ряду обстоятельств проектирование на стадии инженерных изысканий было остановлено. Но сейчас уже у нас проектирование продолжилось. Буквально в 2020 году новая субподрядная организация, это Петра Моделинг проект, московская проектная организация, уже на новой неделе нам привезет, еще не полный пакет всей проектной документации. Мы планируем, что после январских каникул, январских праздников 2022 года уже полная проектно-сметная документация уйдет на экспертизу в Российскую Федерацию. По словам специалистов, реконструкция существующего моста невозможна, пока не будет построен новый, так как альтернативная дорога через Нижнюю Эшеру также является аварийной. Нет никакой альтернативы. Мы не можем остановить движение. Единственное, через неделю будем полную картину иметь, что с этим мостом. Можно ли по нему ездить, или немного придется ограничить движение. По предварительным прогнозам, строительство нового Гумистинского моста начнется в 2023 году. Длина сооружения составит 280 метров. Его построят на расстоянии 70 метров от нынешнего моста. После строительства нового моста старый будет закрыт на реконструкцию. Сима Аргун, Лаура Капш, Раму Камке, Абхазское телевидение.